Далее об экстремальном спорте. В Якутске прошли первые городские соревнования по скалолазанию на закрытом скалодроме среди взрослых. Участие в мероприятии приняло более 50 человек. Все подробности в материале Сергея Алексеева. Недавно созданная Федерация альпинизма и скалолазания за короткое время уже провела ряд спортивных мероприятий, среди них и первые городские соревнования. В рамках этого события якутским спортсменам удалось встретиться с опытным скалолазом Никитой Хайдуковым, который провел для них мастер-класс. Рассказал ребятам, какие тренировки у меня, как я свои тренировки провожу. Вообще, как лучше строить план тренировок, на что обратить внимание, какие нюансы, какие-то технические аспекты рассказал, показал. Появление еще одного скалодрома в городе послужило настоящим толчком в развитии спортивного скалолазания. Вторая школа города Якутска стала основной базой для тренировки спортсменов и, конечно, воспитания подрастающего поколения. Этот вид спорта, воспитывающий выносливость, силу и гибкость, даже включили в программу образования. Проведение обычных уроков физической культуры. Сейчас вот учителя в пилотном режиме уже используют скалодром на уроках физкультуры. Также вот если у нас потребность в скалодроме будет большая, вот у нас есть планы расширить, просто взять другой спортзал еще побольше, чтобы высота была и чтобы ширь была. Свое желание об участии в первом Болдерфесте изъявили более 50 человек. Среди них и новички, и сравнительно опытные спортсмены. Трассы для них выстраивали в соответствии с уровнем подготовки. Есть и самые легкие, которые могут пройти любые новички, даже которые просто пришли. А есть трассы, которые уже достаточно сложные, и на них могут пролезть уже люди те, которые занимаются какой-то протяженное время, но при этом это и могут пролезть и те, которые и не сильно много занимаются. Просто если есть выносливость, сила, то почему бы и нет. В марте Федерация планирует провести тренировочные сборы по ледолазанию, а в мае вновь пройдет соревнование, но уже на природных скалах у поселка Иланка. Сергей Алексеев, Александр Жуков, НВК Саха, Якутск.